сюда, в новостройки, и у нас очень слабый свет. Уже 10 лет как. Будут ли приняты меры по этому поводу? Этот вопрос в прямом эфире программы «Муниципальный час» прозвучал от одной из жительниц селения Алхасты. Проживает она на улице Галаева. Наша съемочная группа решила поинтересоваться, так ли это. По словам главы сельского поселения, слабый свет на нескольких улицах Алхасты в районе новостроек действительно головная боль для многих жителей. Но вопрос с подачей электроэнергии оперативно решается. Работы по замене старого освещения тут начались 2 недели назад. На данный момент уже работы начаты, ведутся установка опор, линии электропередач, потом в дальнейшем будет протяжка кабелей СИП и подключение к данному трансформатору, который находится в той стороне. Также мы планируем заменить ветхие опоры линии электропередач в черте населенного пункта, и будет охвачен большой комплекс улиц, чтобы установить опоры линии электропередач. Замена столбов, прокладка линии электропередач и новый трансформатор, который обеспечит светом несколько улиц. В течение месяца свет надеются подать в дома жителей. Все работы ведутся за счет бюджета администрации Сунжинского района. В этом году на улицах Набережная, Базоркина и Речная также заменены ветхие водопроводные сети протяженностью в 2 километра. Мы провели анализ, провели обследование всех магистралей наших внутренних водопроводных сетей. И приняли решение, что начиная где больше этих проблем, оттуда и начиная, провести работы по замене ветхих водопроводов, установке пожарных гидрантов. Но это требование сегодняшнего дня для того, чтобы устойчиво и бесперебойно обеспечивать жителей водой. Программа «Муниципальный час», запущенная в сентябре этого года, один из проектов НТРК «Магаз». Здесь жители региона могут озвучивать наболевшие вопросы главам своих муниципалитетов. В Сунжинский район входит 10 населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч жителей. Судя по обращениям, есть проблемы с освещением, ремонтом дорог и ветхих водопроводных сетей. И они же, на примере селения Троицкое, постепенно решаются. Коммуникация, газ, свет, есть проблемы. Даже нормальные проблемы живут. Но постепенно устраняют дежлата. Постепенно все устраняется. Теркл, юртас, теркл, дежлат, орео, теркл, дежлат. Любая инстанция, что-то, датым истход, деталь, хайзду, но война мышцы, любой коммуна биваш, мышцы, содачи, мазда, сразу хозяйк мхитвен, хамучкуз. Но хадис самое главное, что факты налицо есть. Абдурахман Тарашхоев проживает в Троицком уже много лет. Плохое освещение, нехватка новой дороги и тротуара. Эти вопросы его, как жителя улицы Международная, волновали не первый год. Теперь эти проблемы, со слов местной администрации, позади. И дороги были очень неважные здесь. Не было ни тротуара, не было, ни асфальта не было. И вот мы решили, по просьбе жителей, до школы, тротуар проложили около километра. Освещение мы сейчас здесь полностью сделали. Освещение идет на асфальт, на дорогу и на тротуар. В этом году в Троицком свет заменили также на улицах Шоссейная и Колхозная. На Шоссейной ведутся и работы по укладке нового тротуара. На все обращения жителей власти стараются реагировать оперативно. Ну а задать свои вопросы в прямом эфире программы «Муниципальный час» жители могут по номеру 8 800 301 41 42. Также можно прислать свои смс-сообщения по WhatsApp 8 962 644 33 11. Дана Плиева, Магомед Дарсигов, Новости 24.